Каждый якутский мальчишка в душе охотник. И это неудивительно. Издавна предки якутов занимались охотой, рыболовством и пушным промыслом. В религии народов Саха одним из главных духов является хранитель природы и ее богатств Бай-Баянай. Ну, первая моя охота это была, наверное, рыбалка. Сходил с бабушкой первый раз на речку Нигирка в село Терють. Первая рыбалка началась с комбайна, а не с удочки. Вот тогда я понял, что такое комбайн. Поймал свою первую рыбу. Ну, в то время уже бабушка начала учить, как подкармливать или, да, подкармливать, наверное, духа баяная, дух охоты баяная, лепешки на костер. И потом уже только заходили в речку. А охотиться я начал с 5 класса. Первая охота это была утки. Научил меня дядя. В то время еще патронов было мало, и нам штучно давали патроны. Но все равно было очень интересно сидеть в скрадке, ждать, когда будет залет уток. И по команде он сидел сзади, и по команде мы стреляли. Нас было двое. Двоюродный брат, столярчик Денис, и его отец Владимир, столярчик. Вот с ними я начал охотиться. Вот первый залет уток помню как сейчас, как он начал командовать. Раз, но до этого он технику безопасности, все как, держите на предохранителе. Если прилетит, не суетитесь, смотрите, цельтесь в мушка, как все должно быть. Ну и, конечно, поведение в лесу. Разжигание костра, как себя вести, банки не оставлять. Ну, вот такие самые необходимые навыки. Костер. Обязательно тоже перед началом охоты обязательно разжигали костер, задобряли дух охоты баяная. Он какие-то слова там иногда говорил. Ну, мы не слышали, мы в детстве, мы маленький еще был, 5 класс. И после охоты то же самое. Он обязательно все положит на место, свои манки, палатку обязательно закроет. Ну, все. Вот сейчас стараюсь передавать вот детям, которые сейчас учатся в нашей школе. Ну, даже в лесу. Простые заповедь охотника. Пришел в будку, например, или в домик какой-нибудь. Там обязательно должна быть соль, сахар, чайник, чай и дрова. Ну, неизвестно, в какой ситуации находится тот или иной человек, охотник или турист, неважно. Но печки в дрова обязательно должны быть. Он так нас тоже учил, чтобы обязательно. Может сырая погода, может неизвестно же как в холодную погоду. Пришел, разжег костер, печку имею в виду, и все. Чайник закипятил, чайник попил. Уходя он тоже говорил, обязательно оставляйте заварку, сахар и дрова сухие. На раз, чтобы хватило. А Бай-Баянай, он добрый или злой дух? Ну тут, как сказать, у нас, например, вот у народа Саха есть поверье. Баянай дает, иногда не дает. Ну, зависит, наверное, как ты настраиваешься, как ты его задобряешь. Ну, конечно, не злой. Он дает то, что надо. Вот так я думаю. В селе Учугей Аймиконского района проживают эвены-оленеводы. В Учугейской средней школе с 2014 года по авторскому проекту учителя биологии и географии Александра Константиновича Слепцова проводится ставшая уже традиционной спартакиада среди школьников «Баянай». Название говорит само за себя. В этом году спартакиада проходила на озере Тюберен-Кюле. Состязались 6 команд школьников района. Каждая команда – 7 подростков, 5 мальчиков и 2 девочки. Первый этап –
визитка приветствия. Наш девиз: один это мало, один это хило, вместе команду, убойная сила! Belge девизбіз, Тесханден күз, Тесханден тулу, Тесханден кригадюр. Знаете пословицу «без труда не вытянешь и рыбку из пруда»? Очень мудрый наш народ, зря не придумают. Все вспотели, пока бурили лунки. Для меня было сложным бурение льда. У нас бур застрял, мы его вытащить не могли и до воды добраться. В итоге мы пришли пятыми по льду. Бур льда — это тоже своеобразно сложно. Он был, считай, выше меня, и надо было быстро все сделать. У нас застрял бур. В итоге нам помогли, у нас вода пошла. И я сделал эстафету, и мы, получается, дальше Спартак, мой участник команды, начал колоть дрова, и разжигать костры они начали, чтобы поставить чайник, чтобы он закипел, у кого первого закипит. Поставить палатку – это занятие для мужчин или для женщин? Здесь не делились, старались все. Самым сложным этапом было для меня это колоть дрова. Я там с помощью топора колол дрова, там очень тяжело было. Еще очень много этих чурок, они были большие, их было сложно пробивать. А так все было классно. Ну еще и палатка огромная. И палатку раньше тогда не ставят? Ну, мы как-то с родителями ездили в лес, мы там, не на ночевку, но ставили небольшую палатку, которая легко собирается. А вот такие вот большие палатки, которых нужно ставить с помощью огромных палок, мы никогда так не собирали. Было все классно на природе, командир тоже очень классный, и команда была очень приятная, компания, свежий воздух. Мы прям на льду выступали, там рассказывали визитку, подготовились, и волнительно было. А вот нарубить дров здесь мальчики вперед. Знаете, что порадовало? Что девочки стреляют не хуже мальчиков. Но самый увлекательный этап – эстафета. Вот где нужны и сила, и выносливость, и воля к победе. В каждой команде 2 девочки. Мы помогали мальчикам собирать палатку. Было, конечно, затруднение, но мы все равно делали. У нас не получалось, но мы не отставали, мы все равно делали. Мы стреляли. У нас были препятствия, сборка-разборка автомата. Я делала сборка-разборка автомата. Мне одевали портфель, и потом я побежала к другому человеку, и я ему дала автомат, одела портфель и вот эту вот штуку, чтобы он побежал уже к другому человеку, чтобы он это передал. То есть это была эстафета? Да. Мы готовили на костре еду, мы кипятили чай,
И готовили на костре. А здесь на соревнованиях что конкретно готовили на костре? Макароны с тушенкой. Нормально получилось? Да, вкусно. Если будут соревнования, я поеду еще раз в следующем году. Во второй день ребята посетили туристические места, достопримечательности района. Да, я много узнал в этом Улусе. Я побывал много где. Нас водили на экскурсии, показали долгожителей, показали карту нашего Улуса, показали, что через что проходит. Дальше древние вещи показали. И много чего интересного там происходило. И много веселого. Мы с командой веселились, там, получали удовольствие от этих соревнований. Третий день спартакиады был посвящен рыбалке. Ослепительно белый снег, тишина. Это какое же терпение надо иметь, чтобы дождаться поклевки? К слову, всю пойманную участниками и педагогами рыбу передали Чугейской школе для реализации на ярмарке. У нас сегодня третий день проекта нашего проекта, туристического экскурсионного проекта «Баянай». Первый день у нас прошел игры «Баянай», спартакиада «Баянай» для школьников. Участвовали 6 команд. Игры проходили на очень высоком уровне. И с этого года мы уже проводим нашу игру на открытом республиканском уровне. И хочется отметить, что в этом году команды были все наравне, все хорошо подготовились. И основная цель этого проекта и этой игры, конечно, приобщение традициям и обычаям народа Саха. Самое главное, чтобы наше молодое подрастающее поколение не забыло то, что у нас в крови есть, то, что у нас в генах есть. И хочется отметить, что представители других команд, других школ предоставили нам очень хорошие организованные команды. Все ребята очень хорошо подготовились. А кому-то еще предстоит пройти еще все азы охотничьего, будущего охотника. И в следующем году встретимся. Как и в каждом состязании, определились в нелегкой борьбе свои победители. На третьем месте команда Уран-Хайдар, Аймиконская школа. На втором команда Дабан, Чугейская школа. И победителем спартакиады стала команда Хату-Хатайдор, Чугейская школа. Благодаря коллективам Наслега, Совету отцов и предпринимателям все победители получили призы, а все участники – хорошее настроение и первый весенний загар. Первый раз участвую в такой спортивной игре «Баянай». Заняли 4-е место. Сегодня 3-й день рыболовства. Так, как вам? Понравилось? Нам понравилось очень хорошо. Руководители «Баяная» очень хорошо приготовили, всякие организаторы. Все очень хорошо прошло. Спартакиада среди школьников «Баянай» призвана приобщить детей к народным охотничьим традициям и обычаям, учит бережному отношению к природе, повышению культуры и этики охоты. Соблюдая все правила охоты, мы сможем сохранить для наших детей и внуков не только чистые реки и зеленую тайгу, не только богатый мир птиц и зверей. Мы сохраним доброту и чистоту их души.